Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Бүгін біз сұхбат айдарын бастағалы жатырмыз. Мен есімім Айдар Хамид, әлеуметтанушы. Жалпы біздің осындай сұхбаттар әртүрлі қызықты спикерлермен, сарапшылармен, ғылым, басқа да салаларда жүрген азаматтармен пікір алмасатын боламыз. Бүгін бізде қонақта Казгюу университетінің студенті, магистранты Алес есімді жігіт. Алес осы университетте 1-2 жылдай болды оқып жатқан магистратурада, әкімшілік құқық саласында. Украина азаматы. Сондықтан біз осыған қатысты бірқатар сұрақтарымыз бар. Қызықты Алес бөлісетін ақпараттары бар. Сондықтан біз бүгін осы спикерді таңдап отырмыз. Алес, сәлем, қалың қалай? Сәлем, қазақша үйреніп көп рахмет. Мен атым Алес, мен Казгюу университетіне жұмысқа тұрдым. Бүгін мы будем обговаривать много разных интересных, сложных и в какой-то мере неоднозначных вещей, связанных с политикой, социологией, международными отношениями, культурой и в целом о Украине и о Казахстане. Алес, көп рахмет. Біздің негізгі сұхбат орыс тілінде өтеді. Өйткені Алес қазір қазақ тілін үйреніп жатыр. Сондықтан енді бұл талмадан, бұл неден қалмай. Давай, Алес, поговорим сначала о тебе. В целом, вот ты вырос в Украине, да? Да. Город Ивано-Франковск. Вот рассказал бы о себе в целом? Да, коротко да. Расскажу о себе. Меня зовут Котарин Алес. Я действительно родился в Украине, в городе Ивано-Франковск, где жил до 17 лет. Потом поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на юридический факультет. После его окончания я решил попробовать свои силы, скажем так, на международной арене и поступил в университет Казгюу имени Максута Султановича Нарикбаева на международное право. Получается, ты родился, вырос в городе Ивано-Франковск, да? Это где-то западная Украина, да? Да, географически. Да. Это запад Украины, можно сказать, недалеко от города Львова, рядом с границей с Румынией, недалеко еще относительно Польши, Словакии, Венгрии. Да, в принципе, географически понятно, да, на карте можно посмотреть, действительно. В целом, вот последние события, да, вот в свете геополитической ситуации вот, в Украине, сложившейся сегодня войне в Украине, между Украиной и Россией, очень сейчас сложный период, действительно, поэтому, надеюсь, все близкие знакомые живы, здоровы, да, живут в Украине. Хотелось бы первый вопрос спросить, а в целом вот касательно, я больше изучаю языковые процессы в разных странах, особенно после развала Советского Союза, да, постсоветское пространство. Все-таки в Украине, когда пошел такой переломный момент, может быть, языковой ситуации, да, вот все-таки я знаю, что в Украине есть это русскоязычная часть какая-то, да, это и национально на украинском языке тоже украинская мова, да, разговаривает. Поэтому некое схожее у нас есть параллельные моменты, мы можем сравнивать, аналогии проводить, но в целом по языковой ситуации она кардинально поменялась. Можем ли говорить, что она кардинально поменялась именно в 2014 году, когда прошла аннексия Крыма, да? Либо это мы резко можем заметить после 23 февраля прошлого года? На твой взгляд, в целом языковая ситуация в Украине, как ты характеризуешь?
Ну, начну из личного опыта. Во-первых, я всю жизнь был, да и в принципе остаюсь украиноязычным. То есть я думаю на украинском языке, я общаюсь преимущественно на украинском языке. Я вырос в регионе, где русский язык это, скажем так, очень нечастое явление, и мало кто его употребляет. Ну, те, кто его и употреблял, общался на русском языке на западе Украины, это преимущественно, скажем так, наследие совка, то есть люди, которые пытались быть какими-то партийными функционерами или приближенные к ним, или какие-то россияне, которые переехали, ну, потому что в целом среди населения Западной Украины русский язык является очень мало распространенным. Насчет языковой политики стоит отметить следующее. У нас Конституция Украины предусматривает то, что государственным языком является украинский язык. При этом Конституция также гарантирует право национальных меньшин на использование русского языка и других языков. Здесь стоит отметить, что... То есть не запрещает там? Нету Конечно, таких, запрещений на использование языка, на его развитие, дискриминации, да, там, дискриминации языковых. нет. Мгм. Ну вот про венгров, да, то есть есть национальные меньшинства в Украине, да, там венгры, русские, крымские татары, евреи, да, есть, и армяне, там разные очень много. Казахи. Казахи тоже есть, да? Ну, в целом, вот как вот вообще, ты говоришь, что, ну, никаких, есть закон, как бы не запрещающий, да, использовать родные языки этих народов, да, ну, разных диаспор, как у вас в Украине называют, диаспоры или там этнические меньшинства. То есть они разговаривают то есть имеют право говорить на своем языке, да, то есть и используют также украинский язык и русский язык, да? Ну, в целом надо начать с того, что Конституция и Конституция предусматривает возможность использования языков национальных меньшинств, их развитие, их использование в повседневной жизни, но при этом у нас есть закон о функционировании украинского языка как государственного языка, который предусматривает, к примеру, то, что государственные служащие, учителя, преподаватели, научные сотрудники, политики, депутаты, сферы обслуживания, эти все сферы, они должны использовать украинский язык как основной язык для общения. То есть, условно, если вы приходите куда-то в ресторан или в кафе, и официант начинает с вами разговаривать на русском языке, а вы его просите перейти на украинский, но он отказывается по каким-то причинам, то это уже есть основанием для нарушения как раз закона функционирования украинского языка. То есть, если, к примеру, вы приходите в кафе и начинаете с официантом разговаривать на английском, на польском, на русском, не знаю, на каком-то еще другом языке, и при этом официант может поддержать с вами разговор, принять ваш заказ, то это не будет нарушением. Нарушение является тогда, когда, к примеру, политик или представитель сферы обслуживания начинает с вами общаться на другом языке и при этом отказывается перейти на украинский язык. То есть у нас, скажем так, есть некие ограничения для использования других языков в разных сферах, но при этом никто не запрещает их использовать в повседневной жизни, в быту, в разговоре с родными, ну и так дальше. Насчет вопроса о том, как менялась языковая политика.
На самом деле, в моменте многим украинцам, которые разговаривают на украинском языке, которые лоббируют использование украинского языка, кажется, что то, что делает власть, этого недостаточно. Но, в принципе, если мы смотрим на ретроспективу, если мы изучаем то, как было и то, как стало, мы можем видеть, что у нас есть очень большой прогресс языковой политики. Здесь, наверное, стоит отметить, что с момента принятия Конституции в 1996 году как раз и начинается узаконенное развитие украинского языка. То есть до этого множество разных людей, которые были патриотично настроены, они продвигали эти идеи использования украинского языка. Потом еще... Есть закон, да, о языке отдельно? Да. Потом еще то, что мне кажется очень важным, это введение в 2008 году внешнего независимого оценивания. Это специальный тест, наподобие, как в Казахстане есть ЕНТ, то есть все, кто желают после школы поступить в университет, они должны сдать внешнее независимое оценивание. И внешнее независимое оценивание подразумевает обязательно сдачу такого предмета, как украинский язык и украинская литература. Это послужило тому, что множество учеников школ начали активно учиться, начали посещать репетиторство. У них появилась прямая мотивация к тому, чтобы выучить язык. Мне кажется, именно введение внешнего независимого оценивания с украинского языка и литературы, оно и стало первым из таких очень важных действий в сфере в целом продвижения украинского языка. Потом у нас был этап, скажем так, правления Виктора Януковича. Это президент, который совершил государственную измену. 2008, да? С 2010 по 2014 год. Он и его политика были как раз направлены на расширение отношений с Россией, на русификацию. Был так называемый закон Колесниченко-Кивалова, который который давал разные привилегии для русского языка в его использовании. Ну и потом, после революции достоинства, после Евромайдана, у нас наблюдается как раз какие, например, последовательная политика, прошу прощения, по украинизации, по использованию украинского языка, которая в 2018 году привела, с 2018 и 2019 год, это принятие как раз закона, о котором я рассказывал, о функционировании украинского языка, и дальнейшие его усовершенствования, которые как раз и помогают развивать украинский язык. Только что ты говорил про некий закон о Колесниченко, да? Да, закон Колесниченко. Какие дают привилегии, то есть какие привилегии давались в этом законе для русского языка? Ну, например, если какие-то примеры можешь привести? Ну, я, честно говоря, этот закон не изучал, поэтому однозначно вспоминать все его аспекты не могу. Помню только вот, к примеру, в контексте судебной власти можно было в суде выступать на русском языке. То есть раньше их не было, да? Да. Ну, ты затронул тему образования, то есть мы вот сейчас пытаемся как бы сначала узнать больше информации, то есть в Украине, как, то есть глазами молодого поколения, да, в лице твоего поколения. То есть, наверное, в Украине, как и в Казахстане, наверное, развивались и национальные школы, да, украинские школы, смешанные школы, и русские, там, английский и так далее. В этом плане есть ли какая-то там статистика или в целом
есть смешанные школы, как в Казахстане. Например, в Казахстане у нас более 3000 смешанных школ. То есть там учатся на казахском и на русском, да. Есть чисто казахские школы национальные, да. Их более 1500, по-моему. И русские школы, русскоязычные школы, это чисто где-то около 1000. То есть в Украине ситуация аналогичная или как бы сейчас? Ну, то есть это тоже сравнение до и после, да, Крыма и 23 февраля. Ну, в целом, я, к сожалению, не обладаю точной статистикой по этому вопросу, но из того, что я знаю, школы у нас, обучение в школах происходит на украинском языке, есть школы там на английском, с немецким языком обучения, с другими, но при этом, к примеру, если вы учитесь в такой школе, вы все равно учитесь и на украинском языке, и изучаете его. Что важно отметить? В моем родном городе была, почему я говорю была, я не уверен, что она осталась, только одна школа, которая так называемая российская, то есть с русским языком обучения. Ну и в целом сейчас можно сказать, что политика, она направлена на уменьшение количества таких учебных заведений. Я не уверен, но из тех новостей, которые помню я, что большинство из них уже закрыли. Ну, в принципе, понятно по сфере образования, но сейчас мы тоже видим. Ты вот все-таки вот приехал в Казахстан, живешь уже год, да, если не больше? Больше даже. Даже больше года, да. То есть какие-то аналогии, ну, сравнения или вот что ты наблюдаешь, вот, живя вот, ну, в Казахстане, какие есть похожие моменты с Украиной, то есть, ну, в целом языковой ситуации, то есть мы так же, как и украинцы, наверное, двуязычные, да, то есть знаем и украинский, русский и свой родной язык казахский. Да? Ну и сейчас у нас с 2016 года в Казахстане была политика трехязычия, то есть это свой родной язык, русский язык как язык межнационального общения и английский язык это как мировой язык, технологий и науки, технологий, новые инновации. Сегодня как бы она не прижилась, потому что есть много разных проблем, связанных с инфраструктурой, кадры, ну и так далее. Поэтому как бы властями эта программа сейчас не сильно активно внедряется, но в целом как бы в обществе присутствуют все эти три языка, даже больше, потому что в Казахстане проживают другие национальности, и в законе тоже предусмотрено развитие языков национальных меньшинств, этнос, диаспор. В этом плане как бы у нас как бы более мы толерантны, демократичны в этом, то есть нет дискриминации по языковым признакам, но и другим тоже. Что ты наблюдаешь вот за тот период времени, вот какие у тебя были наблюдения, что есть схожего, что удивило тебя, может быть, какие-то интересные моменты вот, твои наблюдения? Ну, касательно языка, здесь, наверное, в первую очередь стоит отметить тот факт, что казахский и русский языки — это языки разных групп. То есть русский все-таки относится к славянским языкам, а казахский — это тюркские языки. Соответственно, они строятся по разным принципам, разные в целом структуры, да? Очень разные языки, разные слова. К примеру, там, закон сингармонизма, который используется в казахском языке, я не знаю, честно говоря, как он в русском языке может применяться. Поэтому для меня не настолько удивительно, когда люди, которые, к примеру, знают казахский, не знают русский, или, зная русский, не знают казахский, потому что разница, она, в принципе, достаточно большая. Хотя вот если делать такую некую параллель,
русский, казахский, русский, украинский, то стоит также отметить, что недавно я находил очень интересное исследование профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он установил, что между украинским и русским языком есть только 30 или 36% общего. То есть это на самом деле меньше, чем между французским и итальянским языком, к примеру. Потом, что в Казахстане интересного? Ну, я скажу честно, до приезда в Казахстан я вопросом казахского языка не интересовался. Мне, наверное, казалось, что здесь все преимущественно русскоязычное. Из медиа, из интернета такой, скажем так, немножко искривленный образ был сформирован мной. Но в целом политика в Казахстане, она тоже настроена на использование в первую очередь казахского языка как государственного языка. То есть, зная казахский язык, вы имеете много шансов быть, скажем так, услышанным, воспринятым среди разных людей. Много разных возможностей. В целом, кроме того, стоит отметить, что я начал изучать казахский язык. Я не скажу, что это настолько сложно. То есть, да, многие слова там, они совсем не похожи, конструкции совсем не похожи, но мне кажется, это не настолько сложно выучить. Ну да, в принципе, сейчас очень много делается для того, чтобы изучать казахский язык. Поэтому курсы открываются новые. Ну, там тоже есть вопросы разные. Мне вот еще один вопрос, очень, наверное, важный. Все-таки мы думали, что демография решит языковой процесс за 30 лет, потому что в начале 90-х, конец 80-х годов казахи были меньшинство. В Казахстане составляли около 30-40%. И после независимости очень много было миграции, то есть уехали различные славянские этносы, немцы, русские, многие. Но в то же время демографический прирост, то есть рождаемость коренного населения, то есть и приезд, так сказать, кандасов, да, уралманов раньше называли, то есть этнических казахов, которые проживали в других странах, оказались за границей, то есть современного Казахстана. Дало толчок развитию демографически, то есть мы сегодня составляем по статистике около 70%, но есть очень много вопросов, почему демография не решила языковой вопрос, да? То есть здесь тоже это информационная политика, образование, культурное и так далее. Все эти факторы, конечно, влияли. Здесь, в общем, у нас есть понятия русскоязычные и казахоязычные. То есть уже мы с этнического платформы, то есть пространства, вышли в такой языковой, да, то есть есть у нас русскоязычное и казахоязычное. Здесь мы можем говорить, что образование повлияло на это, то есть у нас были русские классы, казахские классы. Сегодня, я не знаю по статистике, но примерно, есть казахи, которые не знают свой родной язык. Конечно же, кто-то осознанно пытается они это улучшить, то есть изучать сейчас свой родной язык. Кто-то, наоборот, не сильно стремится больше изучать английский, или русский, или мигрирует из страны, и так далее. В этом плане какие есть аналогии, да, с Украиной, то же самое на украинском контексте, да, то есть в Украине. Есть ли украинцы, которые не знают свой украинский язык, и то есть как они сейчас учат ли свой родной язык, пытаются ли, или все-таки
Какие здесь вот государство пытается для них создать условия, чтобы они как бы изучали родной язык свой? А в целом насчет украинцев, ну, мне, честно говоря, это очень странно осознавать, это во многом не вмещается в голову. Я часто задаюсь вопросом, почему люди не могут, к примеру, зная русский язык, выучить украинский язык. В этом нет ничего сложного. То есть, условно, если я здесь, в Казахстане, встречаю людей, которые, смотря видео разных наших блогеров, читая какие-то базовые, не знаю, новости, книжки, начинают разговаривать на украинском языке на базовом уровне, то у меня серьезный вопрос, почему украинцы или люди, проживающие на территории Украины, они не могут выучить язык своего государства. Может быть, условия не созданы, или как бы нет возможности выучить. То есть люди же тоже не все одинаковые, то есть они, если человек захочет выучить, он выучит, да, если он не хочет или как нет условий для этого, нету курсов, нет определенной методики, учебников там, соответственно, он не будет, наверное, изучать. Ну, я бы не сказал, что методики и учебников нет. То есть есть множество специалистов, есть и достаточно учебников, есть и методы преподавания украинского языка для иностранцев. В этом проблемы нет. Ну, больше того, я даже знаю людей, которые в Казахстане преподают украинский язык для желающих. Но насчет государства, тут стоит отметить, что государство все-таки сконцентрировалось на языковой политике в контексте молодежи и студентов, потому что украинский язык активно изучается в школах, изучается в университете, но после каких-то еще дополнительных программ нет. Для государственных служащих, к примеру, для еще каких-то категорий специальных сотрудников предусмотрен тест на знание украинского языка. То есть они должны документально подтвердить свое знание украинского. Потом насчет создания условий. Мне кажется, условия созданы, но не тем и не так, как нужно. То есть... Ал енді бүгінгі біздің сұхбатымыз аяқталды. Бүгін Алиспен бірге тілдік жағдайды талқыладық. Қазақстандағы тіл жағдайды, Украинадағы тіл жағдайды талқыладық. Жалпы осы посткеңестік елдердегі жалпы тілдік ахуал қалай болып жатыр, осындай сұрақтарға жауап беруге тырыстық. Көп рахмет, Алис. Көп рахмет. Дякую. Дякую. Еңбек етсең ерінбей, тойды қырынан түлінбей. Иә, керемет, рахмет. Осылай мінекей Қазақстанға келіп қазақ тілін үйреніп жатқан азаматтарымызға разымыз. Осындай өзіміздің тілімізді құрметтеп дамыта берейік. Барлықтарыңызға рахмет. Пікір қалдырыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақтар қойсаңыздар. Біздің арнаға жазылуға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.